Сегодня я решил завершить, сегодня у нас завершится большой путь, который шел от идеи персонажа, и со следующей недели мы уже занимаемся сюжетом, конкретно тем, что вы привыкли понимать под сценарной работой. Мы начнем придумать, кто что сказал, кто куда пошел, кто где пришел, кто куда, кто кого убил. Вот, и поэтому сегодняшний мастер-класс, поскольку у нас селекции уже записаны, и мастер-классы записаны, я решил уделить еще время сегодняшнего мастер-класса и свою речь посвятить вот этому пониманию того, что то, что вам наименее было понятно, то, что вам было наименее, возможно, даже интересно в работе нашей за этот месяц, было самым важным из того, что мы могли бы сделать. И поскольку сейчас у меня такое потрясающее состояние, когда мне шлют свои идеи ребята, мы их обсуждаем, обычно мы их обсуждаем по ходу, но иногда я еще, вот мне остается там пару дней до лекции, я думаю, ладно, окей, на мастер-классе обсудим, чтобы все слышали. Вот. И я решил, что я специально выделю сегодня время и попробую в режиме там полумонолога, каких-то вопросов донести до каждого, кто будет заниматься кино после того, как мы снимем этот фильм, каждый, кто захочет выразить себя через кино, написать сценарий, снять его, он осознал тот факт, что сценарий — это не диалоги. И это даже не сцены. И даже, очень грубо сказать, это даже не текст. Сценарий — это драматургическое выражение вашей идеи, личности и вашего отношения к теме. То, о чем я не уставал повторять 2 недели подряд. Когда мы с вами впервые собрались, я сказал, что мы хотим сказать. Хорошо это или плохо? Где мы находимся? Что это за мир? Вот у нас правила мира, вот Дима мне присылал классный текст про правила мира. Это не совсем правила мира, но это мы тоже обсудим. Вот эту вот ромашку, эту good story, которую я вам дал, и которая на меня такое огромное впечатление произвела в свое время, она помогает, на самом деле, очень хорошо понять, что вы делаете. Когда садишься писать, самый страшный кошмар любого сценариста и режиссера, Лев не даст мне соврать, что самый большой кошмар режиссера и сценариста не в том, чтобы снять плохой фильм или написать плохой сценарий. Самый большой кошмар любого художника — это потерять контроль над своим произведением, перестать понять, что ты делаешь, замучиться в каких-то деталях, запутаться тебе сказал актер сделать это, актер решил так, оператор снять это решил так. У сценариста таких проблем не меньше. Просто у него эти голоса, они не снаружи находятся в съемочной группе, они находятся у него в голове. И они говорят, мне понравилась история про, вот я услышал, там на улице бабка рассказала, и мне так понравилось, и я, пожалуй, вставлю это себе в фильм. Или вот у меня девушка бросила, хочу суку эту, написать в сценарий. Или наоборот, вот я такого классного человека встретил, я хочу, чтобы он мне пришел и свою историю рассказал. И эти голоса, они постоянно у нас в голове работают, когда мы садимся писать. И если мы садимся писать с текста, мы садимся такой, дай-ка, Вася пошел, встретил Нину, и Нина его полюбила. И это обычная ситуация. Мы все так начинаем писать, это абсолютно нормально. И это то, что вы потом никогда не выкинете из своего сценария. Диалог переписать очень легко. Ты зачеркиваешь фразу, пишешь другую фразу. Сцену переписать тоже очень легко. Ты взял «Здравствуйте, Татьяна, здравствуйте». Здравствуйте. Здравствуйте, Татьяна, здрасте. Так, это я выключила звук, наверное. Да, нужно выключить. Соображу. А там, в левом нижнем углу есть такая микрофончик, на него надо тыкнуть. Да. Вот, да. И диалоги очень легко переписать. Очень легко переписать, сказать то, что мы обсуждали, сказать, получилось, хорошая была идея, давайте перепишем нашего, давайте это будет происходить в деревне, а не в городе, давайте еще. Это очень легко сделать.
Да, кажется, что, ой, я потерял свою идею, на самом деле ничего ты не потерял, просто переместил порядок действий, переписать можно сколько угодно, чего угодно. Это не сложно. А вот что сложно, это оставить ту идею, которая была изначально, и довести ее до конца. Вот это сложно. Потому что появляется миллион новых идей, сценарий пишется не один день, появляются новые люди, новые мысли, поменялось все. Если ты пишешь от текста, если ты пишешь от диалога, если ты пишешь даже от сюжета, это почти всегда гарантия того, что через неделю придет другая идея, ты перепишешь сюжет, потеряешь изначальную мысль. Поэтому, как бы не было сложно, как бы не было странно, господи, у меня уже все в голове сложилось, я уже вижу сцену, как она будет лежать по лесу, и там пень, и на пне будет сидеть монстр. Как бы не хотелось, у меня уже диалог родился, я вот знаю, как это написать, я знаю, что они скажут. Это поход, который не похоронит ваш сценарий, и, возможно, он даже не будет плохим, но вы не выразите то, что хотели сказать. Вы выразите себя, но у вас сцены будут разнобой. У вас одна сцена будет из одного вашего времени, другая из другого. Мы все стареем, я вот очень сильно изменился этот месяц, работая с вами, для меня это большой прорыв, и, допустим, я научился лучше говорить, потому что я привык сидеть в экран и ничего не говорить, а сейчас у меня даже звуков на 1 минуту стало меньше в 3 раза, потому что постоянная привычка объяснять то, что ты делаешь, это очень полезно. И даже сейчас у меня взгляд очень другой, очень сильно по-другому на этот проект, чем был в начале. А ведь прошел всего месяц. И это касается каждого. Если вы не напишете сценарий за 1 день, у меня были сценарии, которые я писал за 3 дня. У меня самый короткий, полный метр, я написал за неделю. Ну, я просто не спал, не ел. Просто сел, написал за неделю. И то уже к концу этой истории, это уже была другая история. Поэтому всегда начинайте с идеи. Всегда начинайте с себе вопрос, что я хочу сказать. И не переставайте его задавать до тех пор, пока не наступит, вот последнюю точку поставили, и потом еще дали почитать, и потом вам сказали, ой, мне все не понравилось, а вы все равно говорите, вот я это сказал, вот это увидел, что я хотел сказать, и вот тогда вы написали сценарий. Поэтому я так постоянно обращаю внимание. Обращайте внимание на свое высказывание. Какая у вас тема? Какая тема, как вы к ней относитесь? Это ваше высказывание, самое простое. Дальше, какой у вас жанр? Вы не вылезли из жанра. Это все еще жанр, который вы изначально планировали. И если вы его поменяли, все ли поменялось в высказывании, все ли поменялось дальше? У вас персонаж подходит вашему жанру? И эти вещи, казалось бы, настолько очевидные, которые пишутся на раз просто. Казалось бы, сел и написал. Просто, блин, ну я вот подумал, давайте это будет ужастик. Для меня очень, ну у меня почти неделя ушла на то, чтобы понять, что такое ужастик вообще. Ну типа, это реально ужастик? Может быть, это триллер? И вот такие вопросы ты себе задаешь, и казалось бы, просто поставь и иди дальше, да, поставь то, что хочется. Нет, вы всегда должны себе, как сценаристы, каждую секунду задавать этот вопрос снова и снова, до тех пор. Не садитесь писать диалоги. Диалоги писать очень просто. Это ничего не стоит. Вы берете одного характерного персонажа, другого характерного персонажа, ставите в яркую ситуацию, все, у вас диалоги сами пишутся. Сиди, пиши потом год, вычеркни, оставь 3 слова, все, сцена готова. Это очень легко. Сложно придумать идею и донести ее до зрителя. И поэтому в связи с этим мы, сейчас я открою, сейчас, 5 секунд. Вот прислал Саша замечательный вопрос и предложил свой вариант решения. Не сделать ли для антагониста стейк, некое освобождение своей изувеченной половины? Он получеловек, есть изуродованная половина, которую можно вернуть, если принести жертву. Здесь и предыстория со смертью подельников может сгодиться. То есть ставка остаться в этом мире целым человеком, принеся в жертву других людей. Отдать 4 за 4, пока очень условно, более ясные мысли. Замечательный вопрос, очень по делу и очень в стиле good story. Я считаю, Саша, тебе вообще надо как-то там с ними связаться. Сейчас выйдет мой интервьюшка с ними, я попрошу вам скидку. И чтобы, ну, типа, чтобы кто со мной работал, те могли получить скидку там какую-нибудь побольше, чем их обычно. И вопрос. Действительно, это абсолютно правильно ты подметил, что каждый персонаж драмы, каждый персонаж истории имеет свою предысторию. Он имеет свои стейки, свои цели, он имеет свой характер, у него есть свое, у него это все есть. Даже там, который просто мимо прошел. Ну вот Хичкок любил таких персонажей. Он прям, нет, вру, это этот. Ну неважно, Хичкок сам играл своих персонажей. В общем, это абсолютно правильно. И очень круто, что ты внутри этой головы держишь, когда ты это написал.
Другой вопрос, будешь ли это вставлять в сам сценарий? И это вопрос намного сложнее, потому что есть такое простое правило, что чем ты хуже знаешь героя, тем это менее главный герой. Например, ты о главном герое должен знать все или почти все. Ну, то есть зритель, чем лучше он знает главного героя, тем больше он ему сопереживает. Но если ты такой же уровень сопереживания и такой же уровень знания о герое дашь антагонисту, как в фильме «Схватка», по-моему, или я не помню, как называется, там Де Ниро играл. И, по-моему, и там была одна история со стороны полицейского, а другая история со стороны бандита. И они просто один в один. Мы все знаем о бандите. Кого он любит, кто там его бросил, как он к своей маме относится. Из-за этого внезапно у тебя исчезает антагонист. У тебя становится два протагониста. Ты все про них знаешь, ты сопереживаешь обоим. Ты хочешь, чтобы бандит убил мента, потому что ты, ну, круто же, он же такой классный. И это, чем ты более делаешь понятного антагониста, тем сильнее ты выходишь из, ну, как бы из зоны четкой морали, это хорошо, это плохо, в зону серой морали. То есть это само по себе неплохо, но это художественный прием, и ты должен осознавать его последствия. Что если ты берешь, рассказываешь про всех персонажей, очень много чего, ну, мало того, что этого метраж занимает, но в плюс к этому еще ты теряешь главного персонажа, становится непонятно, кто главный. Что ты хотел сказать? И чем ты сильнее размываешь моральное понятие, а моральное понятие напрямую связано с главным героем, кто главный герой, чего он добивается и чего он добьется в итоге, это есть то, что ты хочешь сказать. Ты добавляешь туда уникального, убедительного антагониста, после этого правда твоего персонажа исчезает. Получается, как в фильме Звягинцев. А кто тут герой? Кто из них глав? Кто из них не прав? Это близко к жизни. Это даже очень, можно сказать, что это такой именно какой-то но этот прием, который очень сильно повышает, ну, там, допустим, в военном фильме, я мог бы привести такой пример, когда каждый солдат там на поле боя, он вот личность, и ты про него много чего знаешь, даже если ты будешь. Но это годится не для всех жанров, не для всех историй. Нужно всегда иметь в виду, что ты-то сам, может, что-то и знаешь. А вот если зритель это узнает, то у него поменяется восприятие твоей картины. И я лично считаю, но это только мое мнение, что самое важное для автора – это не донести свои слова, как, допустим, в диалоге, и даже не донести, чтобы это был твой текст. Это может быть любой текст. Мне кажется, что главное для автора – это донести свою мысль, свой посыл, свое высказывание. И если, допустим, сейчас мы возьмем то, что я написал, и отдадим его, например, каждому из вас, и скажем, напиши сценарий, вы напишите сценарий. И если он будет в рамках этого высказывания, то, по-моему, это будет очень круто. Что это будет именно, то есть это будет какая-то моя работа. Если же это будет другой сценарий и вообще не касаться этого высказывания, да, что-то говори. Ты что-то аккуратно. Прием. Слышишь меня? Да, Да, давай. привет. Слушай, видишь, мне просто почему-то показалось, что, ну вот если уж мы пока находимся в рамках вот этой половинчатости, полусмурт, ну, некой половины, то будет, наверное, убедительно и очень по-человечески, по-человечно и гуманистично показывать вот это вот как раз внутреннее противоречие каждого человека. Ну, то есть у нас есть девушка, которая уехала из деревни в Москву, в ней борются две эти половины, да, соответственно, и антагониста в моей картине мира, чтобы сделать более убедительным, хочется увидеть именно эмоционально таким половинчатым, то есть, да, вот в нем есть противостояние, то есть либо физическое, либо духовное, да, и вот он выбирает по какой-то причине физическое, потому что духовное в нем искаженное, и, возможно, это где-то в их общих корнях, ну, я имею в виду, там, девушка, он, ну, то есть какое-то просто одно стартовое провоцирующее событие для них общее, да, которое на одну, на девушку влияет таким образом, на него вторым образом, там, на брата третьим, то есть всех располовинило когда-то. Это, конечно, только мысль, предложение, но мне кажется, это дает убедительность и доверие к каждому из персонажей. Я не настаиваю тоже, да, я лишь вот размышляю по этому поводу. Я всегда говорю, будьте как Саша. Да-да-да, Вов, я еще Пишите. добавлю, вот правильно Саша сказал по поводу того, что располовинило. Но мне кажется, вот эта история, она и подходит, то есть до и после. А что произошло на моменте, из-за чего располовинило? Из-за того, что кто-то потерял кого-то, то есть она потеряла брата. И после этого самого момента жизнь у всех вот настала на до и на после. То есть все, на мой взгляд.
Да, я как раз сегодня, я решил, что я сегодня буду строгим дядей Вовой и, значит, буду строжиться и рассказывать, как надо, а не, короче, потому что я понял, что вот сейчас, когда Дима мне присылает свою историю, когда Саша мне присылает свою, когда Сережину историю читал, вот как раз классное интервью было, все обязательно посмотрите, интервью Влада и якутской продюсера. Очень, это просто очень классно, это 20 минут, и просто ты хочешь, чтобы это было 20 часов, потому что ты хочешь услышать еще больше от этого человека, его ценной информации. И вот она там в этом интервью сказала ценную мысль. Она сказала, есть причина, почему я не беру людей непрофессиональных авторов. Потому что они, типа, они не знают, где, она сказала так, они не знают, где пугать, но на самом деле то, что она имеет в виду, то, что на самом деле самое главное, в том, что они, как бы ты не знаешь, что получится. То есть у тебя может получиться хорошо, может получиться плохо. Главное, почему, как бы, главное отличие от человека, который делает табуреткой, типа меня, который просто знает, как это составить, и просто человека, который садится, слова-то все те же самые, да. Там, не знаю, у Шекспира «Войны и мира» и у Дарьи Донцовой, это абсолютно одни и те же слова, которые люди ставят в разных порядке. И смысл в том, чтобы этот порядок был правильный. Чтобы он был правильный, ты должен изначально это заложить. Для этого существует инструмент высказывания, инструмент как работать. На примере половинчатости отличный пример того, отличный кейс того, когда себе нужно задать этот вопрос. Казалось бы, это лежит в основе каждого персонажа. Половинчатость. Этот половинчатый. Есть мифологический образ, есть, значит, есть там потеря, есть драма от смерти, есть располовинивание личности, есть собственная сложность, две стороны одной монеты. Но если задать себе вопрос, наша история в высказывании своем содержит эту половинчатость? Есть ли у нас в истории, в высказывании слова, да, мы все половины кого-то, да, то есть этого есть или это нет? Потому что если этого нет, значит, возможно, это где-то дальше. Может быть, это в персонаже, может быть, еще где-то. Но чаще всего мысли, которые нам приходят в голову по типу «это сейчас эта мысль», я говорю, я сегодня строгий, дядя Вова, я сегодня строгий, не как обычно. Потому что я решил выделить, потому что я решил, что для вас, для всех, которые будут работать здесь после меня и будут работать, писать после меня по этим лекциям, по этим мастер-классам, которые будут еще молодые люди, придут и скажут, мы хотим снимать кино, и вот мы там пришли из школы, и мы хотим, у нас есть идеи. Я хочу заострить внимание на том, что сценарий – это не диалоги, и сценарий – это не вот этот кинокритический взгляд, когда ты говоришь, вот каждый из нас – это половинка, одна половина добрая, одна половина злая. Да, это есть все, но это закладывается на уровне буквально диалога. Ну вот, например, можно, ну есть вот, я очень люблю такой пример, я его называю диагональю. Это когда ты берешь какую-то тему, например, ну вот любят его американцы делать. Ну, например, когда что-то в начале, в какой-то в первой сцене, например, есть там какая-нибудь деталь. Например, ну там, классический, да, там пистолет, ружье на стене. Оно висит там, потому что это декор. А потом значит, его снимают, и оно оказывается не заряжено. И вот чувак заряжает вообще по другому поводу, а потом он стреляет по третьему поводу. Когда у тебя один образ какой-то, одна мысль, одна деталь повторяется, играешь с ней, развивается, это очень всегда классно работает. И это как раз одно из этих вещей. То есть это тема половинчатости, которая завязана с темой главного героя, и которая обыгрывается с разных персонажей на разном взгляде. И это круто. Но очень ценно понимать для вас и для тех, кто будет после нас, что эти вещи закладываются. Есть фундамент, есть несущие конструкции, есть окна, чтобы это все вообще работало. Наши окна – это способность, вот как мы сидели, когда я сижу на лекции, говорю, я не знаю, что тут будет. Вот это окно вашего сценария, потому что вот сюда может залезть что-нибудь интересное. Ты говоришь, ну я не знаю, что здесь, но здесь что-то должно быть, но что я пока не понял. Есть там бетон, есть там, значит, крыша, а есть картина на стене. Какие-то классные мысли, классные люди, классные идеи. То, о чем я говорил, это невозможно. Вы не выкидываете это, но вы не заливаете это в фундамент. Потому что картины, раскраски, рисунки, детские шаги, фотографии родственников на стене – это не то, что вы заливаете в фундаменте. В фундаменте должна лежать одна единственная вещь. Что я хочу сказать? Не как я хочу сказать,
что я хочу сказать. И этого «хочу сказать» вы придерживаетесь от начала до конца. Это то, что является вашей, что будет вашей работой, когда вы будете делать это сами. Первый вопрос. Допустим, кто-то что-то напишет и мне пришлет, скажет: Вов, есть идея. Я скажу: так, все, убираем диалоги, мы не пишем ничего, просто скажи мне, что ты хочешь сказать. А потом скажи мне в 25 словах, как ты хочешь это сказать. Я хочу рассказать историю про половинки, и я хочу, чтобы это было как у Платона, андрогины, которые были половинкой друг друга. И вот я хочу рассказать историю про двух абсолютно идеальных людей, друг другу подходящих, которые не вместе или наоборот вместе. Все, после этого можно начать разговаривать. Давайте я напишу диалоги, давайте еще что-то. Но сначала, что хочу сказать и как я хочу это сказать. Можно не обязательно прям совсем подробно сюжет. Просто я хочу рассказать это, пусть это будет мелодрама или пусть это будет боевик. Как эти два человека встретились, два двойника, просто они одинаковые, и начали мочить друг друга, потому что невозможно просто. Он такой же, как я его ненавижу. Это просто как пример. Это все упирается в ваши высказывания. Вы решаете, что вы хотите сказать. Вы просто, не ленясь, задаете себе этот вопрос снова и снова. Что я хочу сказать, что я хочу сказать, что я хочу сказать. И не отвечайте на него 20 раз. Не говорите: я хочу сказать и это, я хочу сказать и это. Это похоже на пирамидку, которую дети складывают, которая снизу большая, большой кружочек, сверху еще кружочек, еще кружочек, еще кружочек, еще кружочек. Вот идея – это вот эта вот палка, на которой все накручивается. Если вы построите неправильный сюжет персонажа, то у вас просто будет перепутано. Сверху будет большая, снизу маленькая. Это будет просто некрасиво, но не смертельно, она не упадет, она будет держаться. Но если вы не сделаете идею, вы просто свалите круче шарики. Да, в кино и в 60-е годы особенно в 60-е годы в России, когда свирепствовала цензура, очень многие авторы писали сценарий так, что ничего не поймешь, по типу «Зеркала». И одной из причин того, почему они так делали, была советская цензура, которая не давала им возможности говорить напрямую. И поэтому приходилось искать обходные пути. Ну, например, там «Осенний марафон» мне вспоминается, это не 70-е. Ну, то есть фильм, который настолько пропитан тоской, несвободой и настолько иносказательно это говорит, что это даже невозможно увидеть. Но все советские люди, по крайней мере, моих знакомых, они это понимают. Я этого не понимаю, но мой мастер по режиссуре сказал, что вот оно тут, вот, а я не вижу этого. Почему? Потому что, скажи прямо, совок плохо. Нет, я так не могу. Я скажу, что вот пальто упало, и вот пальто порвалось, и это значит, что вот все плохо. И это действительно классный, интересный художественный ход, но мы живем в 21 веке, и мы не обязаны так действовать. Мы можем действовать прямо, можем сказать то, что мы хотим сказать, и никого не стесняться. И это большое духовное усилие, потому что оно предполагает то, что ваш голос имеет вес. И мы с вами на первом занятии говорили об этом буквально, я, по-моему, все занятие говорил. Ваш голос как автора, даже если вы просто человек, ваш голос имеет право жить просто потому, что вы человек. А если вы еще и, допустим, представитель народа какого-то или представитель какого-то уникального опыта, а все мы представители какого-то уникального опыта, ваш голос имеет вес вдвойне. И что бы вы ни хотели сказать, вы просто можете встать и сказать. И мы с вами на мастер-классе каждый раз ведем эту дискуссию, в том числе потому, что я хочу простимулировать вас к тому, что вы можете просто встать и сказать, как классно на прошлом мастер-классе встал человек и сказал: мне стыдно иногда бывает, что я этот народ, что я удмурт. И это было классно, потому что мне не стыдно говорить по-удмуртски, меня могут ударить. Это очень классно. Это то, ради чего люди делают кино. Это то, как вы будете делать кино, когда я закончу сценарий, вы будете делать свой сценарий. Вы имеете право говорить, что вы хотите. Но если вы хотите быть услышанным, а не просто, что-то он сказал, лучше говорить это прямо. И что поможет вам сказать это прямо? Вам поможет ориентироваться, что вы, в общем, хотите сказать. Не говорите 250 вещей, говорите одну. Я хочу сказать, несмотря ни на что мы, там, не знаю, мы лучше или мы не хуже. Понятно, что это высказывание может быть грубым, но тогда вы сами это придумали, никто не виноват. Умение определять приоритеты – это еще одна, это заповедь первая. Умейте понять, что вы хотите сказать. Второе – определяйте приоритеты. Сначала больше всего я хочу показать красоту мира.
Потом я хочу рассказать о своих родителях и их отношениях. А потом я хочу рассказать, что мне болит сердце, потому что мне стыдно, что я отношусь к народу, вот к такому, к удмуртскому. И если вы меня спросите, то то, что идет от «я», важнее всегда. Вот то, что внутри вас болит, вот это важнее. И что сильнее болит, то и важнее. Вот что стыднее всего, вот это, об этом и надо писать. А красота мира, она сама появится, потому что она у вас внутри. То же касается там, общения родителей. Для меня эта история так важна, потому что она рассказывает, потому что герой, и это важно для этого героя, он находится в депрессии. И для меня это очень важно, потому что эта тема мне глубоко знакома, понятна, и у меня болит за эту историю. И для меня, и я пытаюсь как это смешать, чтобы это было завязано с Удмуртией, с самоубийствами, с вообще, в принципе, ощущением человека-изгоя, который жил в деревне, теперь живет в городе. Но чтобы заставлять себя этим заниматься, я себе нахожу какую-то черту, которая будет резонировать с героем, и говорить о ней, потому что это болит. Потому что у нас такие вещи в России принято смотреть. Ну, что ты грустишь? Зачем ты там занимаешься этим? Почему ты вообще об этом думаешь? Ну, иди повеселись, побухай. Нет. Мы смотрим на это с другой точки зрения. Это для меня, как для автора, это серьезная проблема. Я считаю, об этом важно говорить. И также, когда вы делаете, найдите не то, что одобряемо социумом или вашим мастером когда-то, или тем, что вам сказали родные, что вы хорошо что-то делаете. Найдите то, что у вас болит. Чаще всего то, что у вас болит, это то, что не одобряется обществом. Это то, на что общество вам скажет, ну, наверное, вы что-то с вами не то. Для меня, я очень хочу, я, к сожалению, ребят, у меня сейчас нет перед глазами моих записей за прошлый урок, но я очень хочу увидеть эту историю про музыканта, который на сцене загорел по-удмуртски. Я как, не знаю, не как продюсер, как сценарист, я бы хотел это увидеть. И вот сейчас, допустим, у нас пошел в фонде Кончаловского, и мы фильм снимаем. Вот, там, значит, он называется «6 легких пьес», и там 6 короткометражек. И я уверен 100%, что если бы эта история была написана и подана на тот же конкурс, она бы прошла, и вас бы сейчас бы снимал Кончаловский. Потому что это настолько глубокое понимание, это так драматично, и это так знакомо каждому, и это настолько болящая, животворящая рана на сердце, что это просто обязано стать искусством. Этого касается очень много того, что вы мне говорите. Вот мы переходим к истории Димы, которую он мне прислал, которую он на мотивы нашего полысмуртской истории. Что я хочу просто вопрос задать, ну, когда мы закончим, я хочу задать вопрос, что почему, что для вас самих, что для тебя, Дима, в частности, это вопрос на размышление, но сейчас не обязательно отвечать. За что у тебя так болит в этой истории? Вот ты прислал мне текст, ты прислал целый сюжет, и это круто, потому что это уже видно то, что ты прочитал, то, что я там написал, и каждый может сесть и написать сюжет. Но задайте себе вопрос в глубине, особенно когда вы собираетесь посвятить несколько месяцев своей жизни или даже несколько недель написанию сценария и сниманию фильма. Задайте себе вопрос, что будет заставлять вас двигать, вставать каждое утро и заниматься этим. А это может быть только то, без чего вам нет покоя. Я вчера посмотрел мюзикл «Мулен Руж», и меня пронзила там одна история, там рассказывается про молодого поэта, который... Влад, я уже сейчас буду заканчивать, дам вам слово, я закруглюсь эту мысль. Разберем. Сейчас закончу про «Мулен Руж», сейчас скажу Димину работу, закончу тему и поговорим. И там была история в том, что молодой человек влюбился в девушку. Но у нее был другой мужчина, который был богаче его. И он сел писать про Индию и про слонов, и про то, что про тоже молодого человека, который тоже полюбил девушку, но у него был более богатый соперник, и он просто выложил это все. Почему? Потому что у него болело за это. Он пытался понять, что важнее для девушки, это любовь или деньги. И если бы он просто сказал, я хочу написать историю про шлюху, наверное, у него были бы проблемы. Но он решил написать историю про вопрос, который ему не давал покоя. Он не мог спать из-за этого, он не мог из-за этого жить. Что же важнее для девушки, любовь или деньги? И он понял, что важнее любовь, и любовь победила. Но meeting has been upgraded. Okay. Но
вы должны себе задавать тот же самый вопрос. Где ваша боль? Где ваш вопрос к миру? Что вы хотите сказать? Задавайте его себе постоянно. А потом, только когда ответят на этот вопрос, имеет смысл заниматься всем остальным. Можете проскочить все остальное, сразу писать диалоги. Но тогда тогда вам будет просто сложнее. Но изначально вы должны придумать, понять одно. И это самое главное. И вокруг этого все остальное строится. И когда к вам приходит предложение, вроде, например, того, что предложил Дима, который предложил рассказать историю про то, что история – это шанс излечиться от психологических травм, полученных с детства, и про владение своей внутренней силой, веру в свои возможности. Значит, я сейчас зачитываю. «Овладевая своей внутренней силой, начинает верить в свои возможности, совершая шаг за шагом сотрясения в пространстве, защищая себя и спасая родную душу от влияния полусмурта. Уравнивая баланс сил между миром людским и миром духов, начинает осознавать серьезность давления на мир дмуртов, с которой знахарь, предположим, отец, еле справлялся, да и скончался». Здесь как раз пример того, о чем я сейчас говорил. Это каждая из этих историй, это готовый сценарий. Это просто все высказывание. А владеть своей внутренней силой – это одна история. Верить в себя – другая история. Значит, сотрясая мир вокруг себя – третья история. Защищая себя – история. Спасая родную душу – еще одна история. Защищая родную душу от влияния – еще одна история. Уравнивая баланс сил между миром людей, я до сих пор не понимаю, что это такое, но это еще одна история. И это все, 7 историй в одном предложении. И мы все так мыслим. Это абсолютно нормально. Я вас призываю к тому, что просто, когда вы до этого доходите, допустим, вы хотите все на свете сказать. Вы хотите и про спасение, и про защиту, и про овладение внутри собой. Я тоже хочу. Но это всегда пирамидка. Что важнее, это оставляете. Что важнее? А как понять? В лекции это было, я еще раз повторю. Понять так. Что важнее для героя? Владеть своей внутренней силой или спасти родную душу? Спасти родную душу или уравнять мир, баланс двух миров? И просто задавай вопрос. Так, пришел, сидит герой, как говорят мужчины. О чем говорят мужчины? Сидит герой в нацистском застенке, у него представляют пулемет ему в башке. И говорят, выбирай. И он выбирает. Ставьте своего героя, себя самого. Постоянно в один и тот же вопрос. Что для меня важнее? Для меня важнее что? Баланс между миров. Для тебя, Дима, я так понял, это тема, которая тебе понятна, ты ее чувствуешь. Классно. Бери этот баланс двух миров и пиши про это. А все остальное потом, когда-нибудь. В смысле, это другой приоритет. Ставь приоритет один. Выбирай одну тему, одну историю, одного персонажа. И про это говори. И это к слову про то, что говорит Саша. Хочешь писать про антагониста, который ставкой жизнь, и он, если не убьет, классно, пиши про это. Тогда антагонисты эти уродцы, которые не хотят умирать. И это тоже норм. Джокер, пожалуйста. Сейчас много таких фильмов. Это абсолютно нормальная, легальная история. Она может быть. Но вы должны выбрать это. Почему вы должны? Окей. И это сейчас я закончу, чтобы мы могли подискутировать, потому что я понимаю, что это интересно всем. Надеюсь. Потому что я сейчас в кадре. Я один в кадре. Кадр, в одну секунду он одно только изображение транслирует. Вы не можете сразу все в кадр напихать. Вам нужна композиция, вам нужны расставлять приоритеты. И я вам объясняю сейчас, как расставить эти приоритеты. Выберите что-то одно, то, что вам дороже всего, больнее всего. Про это пишите. Все остальное потом, поскольку. Если нужно, убирайте. Всегда смело убирайте все, что не относится к идее. Потому что идея закончится, не успеете разобраться. И мы возвращаемся к началу того, что я сказал. Страшнее всего для художника не написать плохую историю. Это не страшно. Историю можно сделать хорошей. Можно сесть, переписать 3 слова, и это будет хорошая история. Не страшно затянуть процесс. Не страшно началось, не пошло, потерял мотивацию, нашел мотивацию, бросил, новое сел писать. Страшно потерять контроль. Когда ты пишешь и не понимаешь, что делать. И это то, что всегда мешает снимать кино. Когда вы садитесь, особенно если это не супер уже продуманный 500 миллионов проект, где все профессионалы работают, просто знают, что делать.
Страшнее всего потерять контроль. Лучше сделайте как хотите, посмотрите на это, скажете, блин, какая-то фигня, чем потеряйте контроль, оно само получится даже хорошо. Вот, и с этим я хочу закончить сегодняшний спич и поговорить уже с вами, вас послушать. Вот, спасибо. Всем спасибо. Не молчание. Так, Дима у нас на связи? Леш, Да, привет. Диму слушаем. Ну, а что мне говорить? Ты правильно все разобрал. Я навалил туда кучу разных идей, отталкиваясь от психологии. То есть я старался все это с точки зрения психологии разрулить, и поэтому у меня в голове эти образы, эти сюжетные линии проходили, и я их решил описать. При том, что не я пишу, я всего лишь накидываю мысли свои в надежде, что, может быть, что-то тебе поможет. Ну, мне в целом нечего комментировать. Ты, в принципе, правильно разобрал то, что это все в одной куче. У нас целеполагание в том, чтобы вы все свой сценарий написали. Мы с Владом изначально, когда планировали этот проект и планировали эти мастер-классы, лекции, мы договорились. Это не ты, Вова, сел, написал авторский сценарий, потом мы его сняли, и мы живем с этим. Вов, объясни, пожалуйста, ребятам, этим ребятам, кто придет, другим, кто будет после них, сядь и объясни, как это делать. Я сижу и объясняю, как делать. И это была идея, мне очень понравилась эта тема. Мы же делаем одну большую киноиндустрию. Мы стоим у истоков большого течения, которое должно, по идее, захватить всю республику и дальше двигаться. А для этого мы все должны стать этим автором. Мы все должны что-то делать. И я просто учу вас, как это делать. Просто берете, делайте так. Сценарий просто это легче всего. Камеру освоить сложнее, потому что для этого нужна камера, ее нужно где-то брать. Сценарная работа на вся вот здесь происходит. Вы можете просто сесть перед ноутбуком и научиться этому. И в этом прелесть, потому что сценарий может написать любой человек. А камеры учиться нужно с камерой, нужно много чего еще. Я молчу. Ну вот для меня как раз проще камеру найти и снять это все красиво, чем нежели разбираться сейчас пока. Разбираться с идеей, со сценарием. А как насчет последнего эпизода, который я описал, когда наша героиня, точно, я думаю, она имеет право остаться именно на этой территории, на территории Удмуртии, и кем она остается? Кто она для людей? Что она дальше будет этим людям давать? Отличный кейс для того, чтобы снова задать себе этот вопрос. Выражает ли это высказывание, как это работает, и будет ли это выражать идею? И этот вопрос, то есть я на него могу ответить по-другому, чем ты можешь на него ответить. И в этом вся прелесть творчества. Потому что на один вопрос можно найти... Можешь выключить звук? У тебя, по-моему, идет какой-то посторонний звук. Вот я так буду идти слушать, что они там говорят. Там кто-то... Ребята, кто-то шумит. Выключите микрофон. Это у вас уже там весна, да, наступила? Я слышу по звуку. Вот, все, выключилось. Да, ты можешь... То есть абсолютно легитимно то, что ты можешь видеть так конец. Я пока насчет этого конца вообще не думал. Потому что конец складывается из всего сюжета. То есть у меня есть понимание того, как я примерно себе вижу перерождение героини, то, что называется перерождением в пути героя вообще, кульминацию. Я примерно понимаю, что мне кажется, я понимаю, что должно быть. Там должна быть схватка с антагонистом и победа, поскольку это ужастик, очевидно, это должна быть какая-то резня. То есть вот на таком уровне я это могу понять. Что будет после этого, не знаю, посмотрим, как пойдет. Это то, что ты написал, это называется резолюция, и она получается, говорит, то есть что ты хотел сказать своей историей, как я понял, что город это плохо, что лучше всего родить детей и остаться в деревне. Там, я расскажу, кто не знает, видимо, никто не знает, даже только мне отправил. Там героиня в конце оказывается деревенской ведьмой. И к ней ходят детки, и она всех пугает. И у нее дети, у нее огород. Я так понимаю, мужик у нее, да? Вот этого я что-то не ловил. Не обязательно. Вряд ли. Скорее нет.
И она с детьми, с деревни живет, как обычный вот человек, так, как, можно сказать, ее мать жила, от чего она убежала. Я правильно понимаю? Да, раз уж она вынуждена уехала в город, например, вообще покинула Удмуртию, и вернувшись, получив возможность вернуться сюда, победив все злых и незлых, и пройдя всю историю, она точно имеет право остаться на своей родной территории. Это ее родная, ну, как бы здесь она родилась. И, в принципе, она, и это как раз баланс между двумя мирами, да, то есть она как раз и остается со стороны людей, со стороны удмуртов. Знахаря-то уже больше нету, знахарь у нас погиб. У нас остается, то есть поэтому она может занять это место, но она не может быть знахаркой, скорее, да, потому что знахарь – это мужской род. Поэтому она может оставаться для детей в воображении как ведьма, а для людей как знахарка, которая лечит, которых у нас, в принципе, в Удмуртии тоже имеются такие, и это уместно. Вот, и поэтому к ней обращаются люди как к знахарке, а история про все женщины удмурты, как раз мне казалось, что она идеально сюда ляжет с детьми. Я написал так, что начало, последняя сцена, она начинается так, что деревня, улица, к примеру, одна единственная большая улица, и паренек, садясь быстро на велосипед и уезжая вслед вдогонку, кричит девчушке: «Ведьма, ведьма, ведьма, ведьма!» и пытается быстро удрать. Но удрать не получается, спотыкается велосипед и падает с велосипеда. Получает как бы серьезные травмы, боль, и пока корчится от боли, тут же рядышком уже девчушка ему почти в ухо: «А ты знаешь, что все женщины ведьмы?» Паренек в этот момент начинает немножечко... Он, во-первых, пугается от того, что слишком близко девчонка уже. То есть до этого она была слишком далеко, а тут прямо в ухо ему об этом историю по поводу того, что все женщины ведьмы. Но чтобы оправдать само понятие «ведьма», да, это для кого-то ведьма, а для кого-то и знахарка. Поэтому я тут сразу же внедряю историю прохожего. Инвалид он, криво ходящий или еще кто-то, но этот прохожий спрашивает у этих детей: «А где здесь знахарка живет?» И девчушка говорит: «Я знаю, мать это моя, пойдемте, я вас провожу». И заканчиваю я этот эпизод именно на нашей героине, то, что она осталась здесь. Мы видим фасад дома с окнами. В окне стоит наша героиня в своем домашнем убранстве. И мы через окно проникаем в ее убранство, где мы видим и печь, и еще что-то, быт внутри. И вместе с этой героиней, так как она в окно увидела, что приходит, сейчас идет дочь ее и ведет какого-то нового человека, незнакомого, она идет к парадной и на крыльцо. И мы, проникая сквозь это внутреннее убранство, понимая и осознавая, да, осознавая то, что вот она, и вот она осталась здесь жить. Мы выходим на крыльцо вместе с ней и, выпуская ее, так как она остается на крыльце, взлетаем и показываем просторы нашей Удмуртии и тем самым конец, воздух. Без просторов не обойдемся. Это классная история, и она абсолютно легитимна. Я ничего против этого не скажу. Мой взгляд на проблему, он такой. Когда ты обретаешь внутреннюю силу и уверенность, и когда ты меняешься, драматичнее, для меня, это чисто мое мнение, драматизм он заключается не в том, что ты, например, овладел силой, я не знаю, ну вот Супермен владел силой Криптона и взорвал там планету, или там какой-нибудь ковбой кого-нибудь пристрелил, и потом ездит, значит, рассекается нагайкой. Любая русская классика, вспомним Шолохова. Вот этот Григорий всех там замочил, столько всего пережил. Но чем все заканчивается-то? Тем, что он вернулся туда же, откуда он родом. Он вернулся к сыну. Он не в том, что он стал там суперубийцей, да, и всех его замочил. Нет, он просто хотел пахать землю.
И для меня, по крайней мере, сейчас, как я вижу своего персонажа, для нее душевный покой важен. Вряд ли можно иметь душевный покой в месте, где только что умер там твой брат и куча людей. И вряд ли ты будешь, то есть, взять, стать знахаркой, стать ведьмой, стать вот этим языческим, выражать это дальше в деревне, это же по сути как, ты научился стрелять и теперь ходишь стреляешь. То есть это уже какое-то подчинение, это то, что ты уже, раз уж ты знахарка, ты это должен, да. Я бы лично, если так взять эту историю, я бы сделал конечную историю вообще в колл-центре, где она работает. И то, что она просто продолжает работать, не знаю, продавать эти утюги, но мы-то знаем, понимаешь, то есть он же так же сидит, и там люди ходят, но мы-то знаем, мы зрители знаем все, что она пережила, все, что у нее случилось. И при этом она, то есть просто сидит тут девочка за стикером. И мне кажется, это мое мнение такое, у меня нет ответа, я не знаю, может быть, я возьму твою историю, может быть, ни то, ни другую. Но мое ощущение такое, что внутреннее духовное переживание зрителя или человека, который смотрит кино, или самого актера, который это играет, оно более интересно, более драматично, если внешне ничего не поменялось. Но мы внутренне по эффекту Кулешова понимаем, что, там такой ад, там бездна, там пропасть. То есть мне лично, мое такое чувство, мне всегда интересно, когда я иду там по улице или просто сижу где-нибудь, например, на работе, и мне там, и вот сидит чувак, и мы просто болтаем, потом тебе говорит, а ты знаешь, вот он в Чечне, вот он там спас кого-то, вот он там был в Махачкале во время взрыва. А вот он там, то есть, и ты вдруг понимаешь, что вот это вот там парнишка или девушка, а там такая глубина. И этот опыт, он сравним, то есть, а если бы я увидел его с автоматом, да, и то, что он бежит на прополую, да, это было бы менее, для меня бы лично, это было бы менее интересным духовным переживанием. А мне кажется, что у зрителя должно быть духовное переживание. Он должен ощутить сложность мира, он должен почувствовать вот эту вибрацию пространства. Сложнее, легко увидеть удмуртскую природу, когда ты смотришь на нее, и сказать, боже, как красиво. Другое дело, когда ты видишь это в глазах человека, который просто сидит, не знаю, на лавочке в парке, кормит голубей. Вот как Форест Гамп. Вот хороший пример. Вот даже лучше всего будет пример Форест Гамп. Просто идиот, который сел на лавку и предложил пончики. А он акционер Apple, он там с Никсоном бухал. То есть он там воевал, он герой. И при всем при этом он внешне как дурачок. И твое огромное духовное переживание, когда ты понимаешь, что за этим чуваком маленьким стоит просто космос, история целой страны, вот это классное духовное переживание, которое, по-моему, ценное. По-моему, как кино, как сценарист, я бы старался, если я пишу, я стараюсь добиваться чего-то такого. Но ты, как сценарист, можешь добиваться совершенно другого. И это совершенно нормально. Главное осознавать в себе для себя вопрос, почему я это делаю. То есть, допустим, ты это делаешь, потому что ты просто хочешь показать, что она духовно выросла, тогда подумай, что наиболее ли это яркий способ это показать. Если для тебя важна атмосфера, деревня, шаги ребенка, вот это в резиновых сапожках, по грязи, вот он чавкает, и вот он упал, и вот все равно хорошо, потому что это счастье и молодость. Это совсем другое. И ты, отвечая себе на этот вопрос, сразу отвечаешь себе на вопрос, что ты делаешь. Я когда говорю, что если я буду писать, скорее всего, я буду добиваться чего-то такого. И поэтому, по моему ощущению, по-моему, сейчас на уровне, которым я сейчас понимаю эту историю, мне бы хотелось, чтобы она вернулась в Москву или в Казань. Я уже думаю, что и в Казань поместить. В Москве съемки капец будет дорого. Проще в Казани. Не имеет значения. Сам факт атмосферы мегаполиса, мы можем это снять. Да. Что легко быть знахаркой в деревне, где тебя все знают. А у тебя этот опыт есть, но при этом ты хочешь быть обычным человеком. Для меня это как вот Супермен, который одел пиджачок. Я журналист, я пишу. Вот это мое просто мнение. Но это, опять же, мы все это можем обсудить уже, когда мы будем писать этот конец. Можем обсудить, но всегда должна быть аргументация. То есть аргументация, я это написал, это плохая аргументация. Это хорошо, потому что это даст тебе возможность снять классные кадры, например. Или потому что, если мы как сценаристы обсуждаем, это всегда что-то такое, это даст такую эмоцию. По-моему, если сделать историю про человека, который прошел ад и вернулся в условный колл-центр,
Это интересное духовное переживание, по-моему. Да, ну а почему он оказался изначально в другом городе, наша героиня? Она Да, же... она не приспособлена, потому что для деревенской жизни. Ну, если Она это сложная, будет она так. непредсказуема. Я увидел историю, что из-за психологического давления она покинула Удмуртию, и она покинула деревню. И раз уж она, вернувшись туда, поимев возможность вернуться туда в связи с тем, что умирает ее отец-знахарь, она туда возвращается. Да. Поэтому, и так как она преодолевает все свои психологические проблемы и выздоравливает, поэтому уместно ей остаться в своем же собственном родном селе, где она и родилась, и где она чувствовала себя комфортно в детстве. Поэтому я ее оставляю именно в деревне. И даю ей возможность быть знахаркой, потому что она реально очень много чего преодолела, пока она будет бороться со всеми этим антагонистом и еще каким-то там полисмуртом. Да, это и есть тот самый духовный иной мир. А ее брат уходит как раз, вот мне очень нравится этот момент, когда, по сути, брат ее должен был остаться знахарем. Отец должен передать был знахарю знахарство, именно брат, жрецом брат должен был. Но так как он этого сделать уже не может, потому что натворил делов в людском мире, да, да, по закону Российской Федерации он не имеет права вернуться к людям, потому что его посадят. Поэтому он и уходит опять в лес, и тогда он уже и остается тем самым, он переходит в стадию от человека к духу. И он, на мой взгляд, может стать тем самым полисмуртом в будущем, тем самым половинчатым. Я вообще вообразил там вплоть до того, чтобы все это произошло, собственная сестра собственного брата разрубает пополам, к примеру. Но это я так абстрактно начал. Да? И вот от того, что он его топором пополам разрубает, вот он и переходит дальше уже. Ну, то есть это жертвоприношение. Герой должен принести жертву. Он сначала задается вопросом, может ли он сам себя принести в жертву. Но в какой-то момент может осознать, что лучше в жертву принести брата, чтобы прекратить страдания всех удмуртов, близлежащих деревень. Почему нет? Я не сказал же нет. Я сказал свои соображения, почему, мне кажется, нужно сделать вот это. Ты объяснил свою позицию, это убедительно. Ну, то есть, надо посмотреть по логике мне, еще раз продумать это. Почему нет? Это я же не говорю, что заранее нет. Почему нет? Все может быть. Мой сегодняшний весь спич, он был к тому, что важно, а что менее важно. Например, мы закончим ее оставив в деревне, или мы ее увезем в город, или еще какой-то третий вариант. Этот вопрос, он, если думать о нем, то очень сложно двигаться дальше. Ну, то есть, окей, оставим этот вопрос. Сейчас важно мне донести до вас, и для тех, кто будет после вас писать страшные фильмы, важно донести, что обращайте внимание на высказывания персонажей. Для этого вот я весь месяц сидел и долбил это, прям даже сам сидел, писал, и прям говорю, вот смотрите, вот тут вот надо вот так делать. Потому что это важно. А потом ты это 10 раз уже переделаешь. Вот я тебе серьезно говорю, даже когда уже сценарий будет написан, все равно 500 раз конец переделаешь. Потому что и он будет то там, то это, то дети, то взрослые, то калеки, то брат из леса. Это будет просто постоянно переделываться. А идею нужно всегда держать в голове. На мой взгляд, давайте кто-нибудь очень скажет. На мой взгляд, героиня может вернуться в другой мир, вернуться в колл-центр тот самый, да, при условии, что если в самое начало фильма, где героиня находится в своем колл-центре, вот там, если что-то есть очень важное, что туда можем внести, то есть тогда закольцовывание будет хорошим, да, если мы в самом начале фильма, когда наша героиня в колл-центре, и там настолько важная тема внедрена, которую потом мы забываем, но в конце фильма мы ее вспоминаем, да, как ты привел пример про фильм, как же он называется, только что пример приводил, математика. Про математика. Но, про математика? Игры разума? Да, но суть в том, что да, если у нас в начале наша героиня в колл-центре
вместе с нашей героиней в колл-центре затрагивается очень важная, серьезная, качественная тема, глобальная, которая вот связана со всем космосом, к примеру, тогда мы героиню можем из Удмуртии в конце вернуть обратно в колл-центр и еще раз эту тему развернуть глобальную. Ты абсолютно правильно мыслишь, Дим. Я всего лишь подчеркиваю этот факт и подчеркиваю для вас и тех, кто будет после нас, что это и называется приоритеты. Ты сейчас привел пример того, как можно это сделать. Я могу привести еще много примеров. Каждый здесь сядет и приведет 900 примеров. Я учу тому, пытаюсь научить, что нужно взять эти 900 примеров, а потом выбрать один. И выбрать его до того, как... То есть не выбрать по принципу «мне нравится конец, я его оставлю». Выбрать по принципу «я хочу это сказать», и поэтому я возьму тот вариант, который даже, может быть, не самый яркий, но он выражает то, что я хочу сказать. И это хороший приоритет. Или у меня это болит. То есть для меня лично, опять же, если говорить с этой точки зрения, для меня болит все, что связано с городской культурой. Я современный модернизированный городской житель, ничего не могу с этим поделать. Для меня деревня – это к бабушке съездить, или когда я автостопом езжу, и мне хочется куда-нибудь где-нибудь поесть. И я просто говорю: бабка, дай пожрать. Это для меня деревня. Или там в детстве куда-то нас отправляли там на месяц. То есть для меня тема городского жителя, она понятнее. Ну, типа, сомнения, сложности, свою идентичность найти в большом городе. Вот это. То есть у меня это болит, у тебя может болеть что-то другое. У каждого из нас что-то разное болит. Главное взять общий принцип. А общий принцип в том, чтобы ориентироваться на свою собственную душу, свою собственную боль и свои собственные мысли, а не на то, что понравилось, просто сделал. Увидел кадр красивый. Сориентируйся по себе, по внутреннему. Если это для тебя болит, ты можешь просто ты садишься и пишешь это, потому что от этого у тебя болит. И как бы в этом и весь смысл того, что мы сейчас делаем. Влад, давай мы дадим слово Льву, который, мне кажется, здесь звучал. Да, вот я только хотел сказать, что можно передать. Единственное, меня Влад попросил Льва как-то представить, ничего, что я, да, по-дружески. Лев – режиссер телевидения все-таки, да, в большей степени, документального кино, обладатель премии ТЭФФИ. Насколько я помню, по-моему, за «Солнечный зайчик», да, ты как раз и получил ТЭФФИ. Да. Большая честь с вами быть знакомым. Минсадык Гарипов есть такой, был художник такой, который иллюстрировал книги. Ну, наверное, это самое просто его большое, да, такое значимое достижение, да. Книги удмуртских мифов. Я не знаю, вот, может быть, Влад найдет тебе версию скинуть, чтобы ты посмотрел. Но, в принципе, если ты наберешь... Я его не просто читал, я посмотрел всю эту книгу. Вот, иллюстрации ты помнишь. Я всю эту книгу прочитал. Да, вот Дарли мне скинул ее все эти про иллюстрации. Минсадыка Гарипова фильм. Ну, еще кучу фильмов, которые можно увидеть на телеканале «Культура». По крайней мере, я вот там сталкивался, не помню, как правда называется, и прямо даже Льву написал, какой классный фильм. И Лев еще, плюс ко всему, педагог, человек, который воспитал, мне кажется, целую плеяду кинодеятелей в регионе, ну, по крайней мере, операторов, которые уехали сейчас в Москву, и, ну, действительно получили, в общем, признание как операторы, которые умеют делать свое дело очень хорошо и качественно, и круто. А сейчас Лев работает по стране, ездит в различные регионы, снимает классное документальное кино. Все. Теперь тебе слово. Спасибо. Спасибо. Ну, вот я пока еще не очень понимаю, про что кино-то будет. На самом-то деле, как все это будет тоже. Ну, и даже вокруг чего все это будет, я не очень понимаю. Потому что я в первый раз, потому что уже более-менее в курсе. У меня очень много мыслей вокруг чего и как. Я вспомнил очень много историй своей жизни документального кино. Я вспомнил Ольгу Александровну Кошманову с Хантов, которая рассказывала про Комполин, этот снежный человек. Как она с ним разговаривала, как она конфеты там, сахар оставляла. Я подумал, а вдруг, допустим, Комполин – это может быть главный герой. Хочет найти общий язык с людьми, которые вот здесь остались. Может быть, он только и знает удмуртский язык, и он хочет... Это кучу каких-то мыслей, кучу. Или там же в Хантах сейчас я много работаю, соответственно, бабушка Танвар Пехва, которые пугают
всех детей. Ну и здесь я вспоминаю вот Минсадыка Гарипова, такие они классные чертики. Такие они супер. Даже бабушка, которая что-то там сзади с зайцами ведет, она тоже... Вот удивительная штучка Минсадык Гарипов. Вроде бы страшные черти, страшная бабушка. А вдруг возникает какая-то улыбка. Вдруг какие-то, ну, не знаю даже. В общем, я пока не очень понимаю, вокруг чего вообще кино. Вов, я предлагаю тебе вкратце рассказать, до чего мы уже дошли по Да, сценарию. это будет интересный челлендж. Мы планируем снять фильм ужасов, который, в котором будем использовать части, на материале, атмосфере Удмуртии и на материале удмуртских мифов. И у нас есть сценарий, на который мы опираемся в этом, который называется «Полисмурт» и рассказывает про молодых москвичей, которые приехали в Удмуртию, чтобы здесь заниматься какими-то своими делами, и за ними охотится маньяк из леса. То есть у нас вот такие были исходные данные. И мы сейчас это превратили в историю про девушку-удмуртку, которая уехала в Москву или в Казань. Я понял, что я хочу ее в Казань. Ничего не могу поделать, мне какой-то просто этот... Татаре, это же тоже с удмуртами, это же классно. Она же как с чужаками, не как с москвичом, да, а с татарами. Татары же это не самые любимые, я так понимаю, удмурты люди. И там наоборот тоже. И она сталкивается с духами, которые вырвались на свободу после смерти ее отца-шамана. И мы рассказываем, то есть все это идет на материале похоронных обрядов удмуртских. И вокруг них развивается коллизия, что появился дух Ишан, я надеюсь, Татьяна меня поправит, если неправильно сказал, дух ужаса, который принимает вид того, что страшнее всего. И плюс есть дух Полисмурт, который получеловек, который в лесу предвестник беды появляется. И на все это на вот этом таком густом удмуртском язычестве, которое сохраняется еще кое-где. Вот, но в то же время со взгляда человека, столичного человека, городского, урбанизированного. И мы хотим историю, чтобы это был фильм ужасов, чтобы там были убийства, чтобы там были всякие страшные моменты, и нагнетания, и тьма, но в то же время, чтобы там был конец в том, что девушка нашла в себе, собственные то есть смогла усмирить эти языческие силы, подчинить их себе и победить антагониста, который хотел всех убить. Это если совсем очень вкратце и по делу. Вот что-то такое мы хотим сделать. Я ничего не слышу, если что, так что... Да. Да просто Лев, он ездил, у него есть такой доступ, да, репутация в деревнях, в которые обычному человеку попасть невозможно. Нет, я в такой деревне как раз и родился. Это один из очень немногих деревень, в котором сохранилась языческая религия. Настоящая языческая религия. И вот как раз вот в этой деревне я вырос. И вот эти вот обычаи, традиции, я абсолютно точно знаю, то есть это у меня в крови. Ну, допустим, кино мы снимали с Гискиным, с Стасенко, «Последняя свадьба», Ербыт Чотон, третья свадьба человека, Ербыт Чотон. Это тоже очень интересная история, очень интересная. Ну, это просто надо рассказывать, это долго на самом-то деле. Вот мы весь этот обряд снимали, и это возможен, вот этот ход абсолютно... А есть это посмотреть, Лев, вы можете как-то нас это все показать, в смысле кино? Да, конечно. Можно увидеть это в кино? Лев, Конечно. Лев перебил. Давайте мы устроим какой-нибудь показ. Давайте устроим. Давайте устроим, не вопрос. Ага. Давайте устроим просто показ конечно, фильма «Льва» и обсуждение, это будет супер. Лев, я тебя перебью, правильно? То, что третья свадьба, это уже похороны. Не похороны, не похороны. Третья свадьба – это когда уже человек умер, через 2-3 года уже, если женщина, то дарят голову и ноги коровы,
хозяйки. А если мужчина, то головы и ноги коня. То есть вот тоже он должен быть там хозяин. Это последний дар живых людей умершему человеку, родственникам. Вот это так примерно. Это целый обряд. Это целый Давайте обряд. посмотрим. Но это вот это все ночью происходит. Это свадебный обряд, но в миноре все это происходит. Там такие же песни, такие же одевания, полотенца, колокольчики. Не ночью везут вот на санках эти кости туда, в то место, где вывешивают. Ну, там много всего. 2 фильма мы делали, то есть 3 фильма. 3 фильма. Первый — это «Быджим Нунал», это когда вот действительно, как это называется, ну, в Пасху, да. В четверг и в воскресенье происходит это обряд совершеннолетия. Вот. Это тоже очень интересно, особенно в четверг, когда там жгут шалаш, чтобы злых духов пугают, стреляют там и так далее и тому подобное. Это ночью уже. Так давайте посмотрим. Ну да, конечно, можно посмотреть. Конечно. Давайте просто Я реально предлагаю вас давай прямо организуем. На этой посмотрим основе встреч можно со просто всеми. очень что много тут? всего положить. Это Надо же, просто- ну, небольшой, не полный же метр Нет, документалки. это где-то по 20 минут. Ну все, я предлагаю, значит, в следующее воскресенье встречаемся в 1 дня. Все. Чтобы у нас был перед нашим разговором вот час просмотра. Да, и можно мне тоже Я ведь скинуть не тогда знаю. ВКонтакте. или как. Хорошо, Вов, я Нет, запрошу. у меня-то есть. У Ну, меня типа, есть ну, очень эти хорошее фильмы, качество, чтобы я их но тоже есть. посмотрел, чтобы это не... Да, Лев, конечно. Лев, а есть в интернете, в Ютубе? Я ведь не знаю. Не знаю, не могу сказать. Давайте это все распространять. Мы же этим же занимаемся, Лев. Мы тут давайте собрались я тогда для ВКонтакте выложу пиара вот эти удмуртской работы. культуры. Да, ВКонтакте выложить, может, это действительно будет. И чтобы мы не в онлайн это смотрели, а чтобы все посмотрели. Да, и Да, все это обсудили. действительно есть отлично. что там смотреть. Обряды настоящие такие. И я понимаю, что это только рудименты остались уже на сегодняшний день. Но при всем при том это просто впечатляет. Это то, что нам и нужно. Мы здесь собрались изначально. Еще раз, наша главная задача, почему фильм ужасов? Потому что его дешево снять. И про него все узнают. То есть, как бы, наша здесь задача, а вот у Татьяны Владимировны вы то же самое говорили, это пиар, это просто ледокол, который пробивает незнание людей о том, что вообще существует удмуртская культура. Мы просто делаем какие-то яркие образы, чтобы люди обратили внимание, что Удмуртия, это где? Нашли ее на карте, и мы уже сейчас, вот Кышкыт кино, эти собрания, оно все для того, чтобы люди, потом это оба, да вот же оно. И можно было это найти, посмотреть. Это именно что просто прямая связь. Выкладывайте к нам в группу, выкладывайте везде. Это люди должны это знать. Мы просто пиарщики, можно так сказать. Мы чуваки, которые говорят: «Эй, смотри сюда!» А на что смотреть, это уже зритель решает, когда это ваше богатство. Это то, что Татьяна лекции. Я хочу эти лекции просто у себя в трек-лист. Я хочу ваши фильмы в трек-лист. Ваши все истории. Истории Димы, истории Саши, истории Петра, истории Влада, истории Дарели. Все. Мы здесь для этого собрались. Мы занимаемся таким пиаром культуры удмуртов. И это то, что мы от вас и ждем, то, что мы хотим увидеть, обсуждать, то, что мы мечтаем просто. Мы сидим и вопрошаем в небеса: пожалуйста, пошлите нам человека, который покажет нам обряд. Просто пошлите это, и вы говорите, у вас это есть. Так давайте скорее сюда. Скорее покажите это нам всем. Мы мечтаем это увидеть. И люди, которые нас посмотрят, они потом к вам же пойдут это же и смотреть. Но уже в реальности. То есть тут кино, а тут все по-настоящему. Обязательно давайте-ка придумаем какой способ, как это сделать. Это же площадка, мы же даем площадку. Давайте устроим, класс. Слушайте, я тут наткнулся на информацию, что в городе Глазове Центральная детская библиотека совместно с лицеем искусств устраивали встречу с участниками проекта «Дневники Кылдысина». И я вот тут вычитал, что
были комиксы созданы по мотивам мифов, легенд, сказок удмуртского народа. Слышали ли что-нибудь? Может, Лев, ты слышал? Я Прям не в городе Глазове. Дарле, а мы можем связаться как-то с ними и Дневники, попросить сканы какие-нибудь? дневники Кылдысина. Целые комиксы по мотивам мифов и легенд, сказок Это, скорее удмуртского всего, Дим, был такой лубок самодеятельный с детьми. Обычно, когда делают такие штуки, это выглядит все очень печально и уныло. То есть комиксы по мифам сделал Минсадык Гарипов классовый. Вот, Не соглашусь, потому что я имел разговор с семейством Ардышевых, если, может быть, кто-то и знает их, да, это художники, которые в Глазове, в лицее искусств учат, обучают детишек. И мне было сказано, что комиксы вполне могут быть достойны внимания. Мне бы интересно посмотреть на эти картиночки. Именно раз уж комиксы созданы, полистать было бы неплохо. непонятно, как они сейчас нам помогут. Но А атмосфера... просто напиши в библиотеку, позвони и все. Позвони в библиотеку, попроси сканы. Я думаю, что они без проблем вышли. Ну вот, информацию получил я вчера, пока еще не доходил до этого. Но если, да, если мы получим вот эти дневники Кылдысина комиксами, то, ну, если я получу, я их разошлю. За Кылдысинь. Вот ты интересную вещь говоришь такую, я что-то вспомнил по этому поводу историю. Ты говоришь, что вот фильм станет проводником удмуртской культуры в большой мир, и к вам там потянутся люди, будет много внимания. Мы, когда работали над проектом, у нас тут есть такая Березовая роща, парк, то столкнулись, ну, в общем, я практически с представителями всего удмуртского сообщества общался, изучал все эти моменты, столкнулся с тем, что большая часть людей, которые занимаются сохранением и воссозданием, возможно, удмуртской культуры, они говорят, что вы к нам нет, у нас своя закрытая территория, вы не суетесь на эту территорию, и мы никого не хотим здесь видеть, нам не нужно ваше внимание. Вот я в этой связи даже вот хотел у Льва спросить, да, эти ведь деревни, они ведь закрыты от внешнего мира, они ведь никого не пускают к себе. Вот как это выражается и проявляется в деревнях отношение к внешним? Вообще, на самом-то деле, я уже давно здесь, в Удмуртии, уже не снимаю, но, во всяком случае, очень много снимаю в хантах, в том числе и обряды. Чтобы попасть вот в хантах, это очень сложно. Было очень сложно сейчас. Но чем дальше, тем проще. Просто все люди меня уже знают и пускают на какие-то такие обряды. Сами ученые, местные ученые, говорят, доктора науки, а как вас туда пускают? А я не знаю. Я просто не знаю. Я прихожу вроде бы как, я не лезу никогда, я не требую, я просто с ними живу. За 3 дня до обряда мы приезжаем, мы общаемся, мы снимаем их, мы разговариваем. Как-то само собой получается. Вот ты ведь рассказывал историю, что ты как-то приехал со съемочной группой в деревню, в Удмуртскую, и там человек повесился, и вы оттуда уехали. Да, вот это вот самая первая история, да, это было 97-й или 98-й. Я первый свой фильм такой хороший, большой. Он небольшой, 20 минут, но, во всяком случае, он очень хороший получился. Но это было. А вот как это было? То есть они вас пустили, а потом... Мы снимали Будюмква. Это вот молельный дом языческий, который еще сохранился. Ну, несколько домиков таких вот сохранились. Домов, наверное, с большой буквы. Это надо говорить. Ну и вот мы только сняли, вот туда зашли с Володей Шибановым. Все очень красиво, все очень здорово. Там, конечно, очень, очень здорово. Очень, и до сих пор там очень здорово и очень есть что там поснимать. Потом вышли, кто-то бежит уже ждем со съемок, бежит навстречу, а вот там, говорит, брат повесился. Это было, да. В тот же день, как мы в Будюмкуала снимали. Что дальше? А дальше, ну, все равно я же свой. Я никогда не показывал и не пытался показывать вот с отрицательной какой-то, вот с отрицательным отношением. Только с любовью. Потому что я этих людей, я свою деревню безумно люблю и буду любить до конца, потому что это мой
образ жизни. Это все мое. Как свое не любить? При этом ты же сказал, что вы сразу же уехали, вы даже не закончили Нет, съемку. мы закончили. Закончили, да. Я почему-то так Ну, много было разговоров, можно ли, надо ли, и так далее. Много было. Потом тихонечко они ушли. Ну, не из-за нас, это точно. Ну вот. совпало. Совпало. Случайность? Случайностей не бывает. Ну а вообще вот на съемку в деревню договориться, это насколько легко? Не, можно. Можно. То есть сейчас нет предубеждений, да, вот у местных жителей? Это все равно надо пожить. Приезжаешь же, ко мне очень тоже много операторов приезжали, в том числе и из Питера. Они вот очень как-то вначале настороженно относятся. День пожить, все. Если человек как бы вот доверяет, если человек как-то очень хорошо к ним относится, вообще проблем нет. Вот, ой, очень хороший оператор с Питера. Ой, как же, Игнатов. Игнатов его фамилия? Павел. Нет, не Павел. Его очень полюбили. Очень полюбили. Долго приветы посылали там, ну и так далее. Мои друзья приезжают, очень, очень любят. Ну и они туда вот недавно поехали. Тоже потрясающая тоже история бабушки. Группа там очень хорошая. Песни поют совершенно замечательно. Они поехали в Питер в гости к моим друзьям зашли. Ну это тоже история. Там все дети учатся в консерватории. И бабушки приехали. Еще с какой-то, с группы Полунина там на съемках в старом доме, в старой квартире. Ну, там совершенно потрясающая какая-то история получилась. И съемки, и бабушки, и песни, и консерватория там на фортепиано, и на басах. Ну, в общем, целая история. То есть вот если есть доверие, там вообще проблем нету. Вначале только есть определенно какой-то вот опаска. Вот и все. А у тебя из детства остались какие-то воспоминания вот о таких необычных, каких-то таинственных историях, ну или мистических, то есть что-то, что нельзя объяснить, вот чего боялись, что пугало, может быть, тебя лично это пугало? Да вроде бы нет. Есть же вот этот ореол, да, то есть вот мистика, тайна, Удмуртия, деревня, там что-то. Может, у вас был там какой-то знахарь, там Туно, там? Да нет, вроде бы у нас такого не было. Как-то вот... А в твоей семье обряды какие-то сохранялись когда-то? Да, и до сих пор. Например? До сих пор все какие-то языческие обряды проводятся. Брат у меня там вот и кашу там сварят, там и гостей пригласят. То есть это вот и поминание киштон делают. И это все делается сейчас. И вот эти вот обряды совершеннолетия девчат и парней тоже делается. Ирпыт-Чотон, тоже все это делается, все сохранилось. Все сохранилось. И вот я все хотел, вот обряд так хоронят, ну вот так вот и пока еще не получилось у меня. Ты можешь описать этот обряд? Который похорон? Ну, обычно вроде бы как, какие-то вот такие мелочи. Ну, какие-то есть отличия от да, конечно, православных похорон? Там надо чуть-чуть покопаться просто. Сразу сходу я же и не вспомню. Допустим, вот я как-то приехал домой из Москвы, и мама сидит там на огороде, перебирает шерсть. Я говорю, ты что делаешь, мам? Да вот, говорит, соседка умерла. То есть вот это вот что-то, вот какую-то шерсть мягкую, именно вот какую-то, то, что она выбрала, что-то вот кладут туда, в гроб. Вот какие-то такие мелочи, или, допустим, гроб делают, там вот около головы, там маленькое отверстие делают, такую вот. Ну, вот а для чего? Ну, задохнулся, наверное, вот. Слушай, ну все равно закопают. Ну, то есть, ты не знаешь, да, почему? Конечно. Нет, вот если по мелочам, да, много там всего мелочей. И если вот так вспоминать, я тут вдруг вспоминаю какие-то вот такие мелочи.
Ну да, вот мы как раз обсуждаем с ребятами, что в таких мелочах, в деталях у них очень много ощущения реальности просто Да, присутствует. да. Поэтому вот ты говоришь про шерсть, я вот, например, не знал, что есть Ага. вот такая составляющая. Там очень много таких вот мелочей, вроде бы казалось, действительно. Но Слушай, это очень а в интересно. плане взаимодействия с природой, вот я знаю, что, например, если человек увеличивает свой дом, ну, например, пристрой делает, да, он должен эту землю отмолить, то есть принести некую жертву, да, вот чтобы вот он 1,5 метра забирает, он Да, природе что-то там отдает. есть, что-то там есть. Как-то вот я тоже вот не очень много всего. Вот. То есть вот еще, ну вот в контексте вот нашего проекта, мне кажется, что интересно вот это взаимодействие с природой. Может, ты что-то помнишь, когда, если я что-то забираю у природы, я ей должен что-то вернуть, компенсировать. Вот, может быть, у тебя есть какие-то такие истории. Вообще, вот у меня очень интересный в Кикаране мы снимали с профессором Ильминских природу и взяли бабушку с Кикарана. В Кикаране стоит церковь. Так вот, когда мы пошли к той очень родник очень красивый, в лес, когда зашли, и она рассказывает, вот еще вот говорит, вот в 90-х годах вот там еще луду приносили свои жертвы. А кого, спрашиваю? Или гуся там, или утку, или петух. Вот что-то на вроде этого. Вы представляете? В 90-х годах, где церковь стоит, православная, в Кикаране, еще приносили жертву луду, лесу. То есть Нилас-Мур, то ли кто, кому там. То есть меня это тоже очень поразило. А так вот в ревизских сказках я в Казани сидел, я говорю, это вот когда кино снимали «Бычьему» в 98 году, наверное, это было. Там написано: деревня Варклет-Боди. Живут, как же там, вот столько населения, живут черные, неисправимые язычники. Потому что в 10 километрах Вардячи, церковь, хотя я не знаю, наверное, тогда еще церкви-то и не было в Вардячах. Во всяком случае, вот такое описание. А какие-то конфликты ты помнишь, ну, чтобы вот человек, например, вот церквленный, совершал там обряды и получил какой-то негатив со стороны церкви или людей, там вот что-то такое? Со стороны людей, живущих там в моей деревне, если крещенные, то так как-то пренебрежительно они говорили «чуканемьёс». «Чуканем». Как перевести? «Чуканем». А у нас говорят «чуканем». То есть как бы вот облитые водой в церкви. Ну типа... «Чуканемьёс», да. То есть у нас, допустим, вот на кладбище нет крестов. Это языческое кладбище. Деревья, сейчас памятники ставят. А раньше деревья только. По деревьям все узнавали. То есть ты хочешь сказать, что прям в могилу сажали дерево? На могилу. На могилу, да, я имею в виду. Да. А какое? Или это не важно вообще? Не важно, по-моему, было. То есть получается, что кладбище могло быть лесом? Да. Прикольно. Вот, кстати, это ведь еще и корни. Вот Так оно и тема. Большой лес там сейчас. Деревья растут. То есть, ну, так вот, если как метафору это рассматривать, то есть человек в буквальном смысле становился удобрением для дерева и вырастал. Да? Ну, получается так. А если эти деревья, ведь, наверное, их там рубить нельзя было? Не, там даже вот чем отличается раньше, вот, чтобы вот там кто-то там выпил или курил на кладбище, это категорически нельзя. То есть, когда могилы рыли, просто люди выходили, за ограду курили, если что-то там чуть-чуть выпить, только за оградой. То есть сейчас они уже как-то вот могут и кладбище. Слушай, ну вот есть ведь места, где раньше были, получается, что кладбища, на которых выросли деревья, и кто-то, наверное, не знает об этом. То есть были случаи, когда кто-то взял там что-то срубил, или, может быть, ты знаешь? Нет такого. То есть это вот прямо... Нет, такого нет. Нет. Это вот по незнанию. Вообще система верования как? Течет река, у реки деревня. Внизу деревни, внизу реки там
сторона умерших, а вверху живут, ну, все, что священно, и боги там, и так далее. И тому А подобное. между этим люди. Да, между ними вот и люди деревни сама. Мгм. То есть на холме священная роща, как правило, да, ну даже вот у нас получается рядом с Вверх, Тамбурановым. вверх по деревне священные места, там, где даже, говорит, нельзя было играть и петь. Играть и петь ходили ниже деревни. Вот, оказывается так. Поближе к мертвым. Получается. Ну, вот нельзя было трогать вот священные места. Песнями там и так далее, танцами. А если ты это сделаешь? Ну, Это люди наказывали за это или просто ждали, что сейчас какая-то высшая сила там? ну, наверное, люди ждали, Колдунья. что высшая какая-то сила будет. То есть вот где вот головы, ноги, кости вывешивали. Получилось так, когда начальство, ну, что-то там получилось, что ниже деревни все это всегда было. В какой-то момент решили, что где-то чуть выше, ну, где-то в конце деревни перевели все это дело. Ну, короче говоря, весь этот лес высох. Просто нету этого леса сейчас. Ну, почему? Опять никто не знает. То есть высох, который ниже был лес? Не-не-не, Или который на был роще? выше. Ага. И там, чтобы люди, чтобы не очень сильно много людей видели вот все это место, начальство решили, что вот надо там куда-нибудь в лес, давайте уже, занимайтесь своими делами, только в лес. И решили, что в лес надо. И там такой небольшой лес, ну, хороший лес, и я всегда там грибы собирал, ягоды собирал. И в какой-то момент решили там вывешивать эти головы и ноги. Потом все это высохло. И При решили, этом что... ведь это ведь жертва. Ну, Да, жертвенное место поменяли, а это жертва умершим. Это ниже Ага, деревни всё должно понятно. было быть. И вот сейчас перенесли место. то есть получается, что в роще, которая выше, там, ну, там получается обряд каши, наверное, да? Да. А там вот Да. все, Да. понятно. Там уже было. Вот, да, классная история. Я что-то все говорю, может, еще у кого-то вопросы есть. Может, Володь, ты что-то хочешь спросить? Лев, на самом деле, очень много классных вещей знает, может рассказать. Я люблю вникать в настолько серьезные глубокие вещи через, ну, типа, я хочу посмотреть фильмы, Да, это обязательно. я хочу это... Вот, это то, что я хочу, потому что я... Ну, то есть формат мастер-класса предполагает определенный ритм обсуждения, когда дык-дык-дык-дык-дык-дык, динамика, быстро схватил, убежал. Такие вещи требуют вдумчивости. И я бы хотел посмотреть фильм, сесть, вот, поразмышлять. И поэтому я такие вопросы, просто у меня куча вопросов, просто я не думаю, что их надо задавать в таком формате. Я лучше посмотрю, попытаюсь сам осознать и смогу задать вопрос в другом ритме, в другой глубине, чем сейчас. То, что вот у меня там какие-то спонтанные мысли и по поводу сценария и сюжета. То есть сегодняшний наш сюжет – это все-таки вот этот учебный процесс, связанный с написанием сценария. И мы сегодня уже просто, видимо, не успеем разобрать ваши истории, оставим это в следующий раз, когда будет лекция по сюжету. Вот, и можно будет уже разбираться. Сейчас мы переходим к работе над ну, уже тем, что всем понятно, и тем, что будет куча идей. Я жду от вас от всех идей, чтобы все мне, как Саша и Дима, писали просто день ото дня предложениями. Смотри, я нашел классную штуку. Я хочу видеть фильмы Льва, и лекции Татьяны. Все это просто супер важно и круто. Я этим занимаюсь. Я надеюсь, что эта история в том числе станет площадкой для каждого, кто знает удмуртскую культуру, для того, чтобы высказаться. У нас принцип очень простой. Все, что сейчас услышано, будет использовано за вас. То есть все, что сейчас будет, вы скажете, оно потом будет в сценарии. Непонятно, не знаю как, но оно там точно будет. Поэтому с Львом я считаю, что я бы хотел поговорить, но после просмотра фильма, потому что я не чувствую сейчас себя на уровне вести эту беседу, а превращать это просто в интервью мне неинтересно. Да, правильно. Вот. Давайте я предлагаю вот что. Если у нас если у нас по сценарию есть еще вопросы, давайте их разберем, а потом я вас покину, и вы сможете продолжить вот этот все глубокий разговор, в котором я хотел бы присутствовать, типа, если лично смогу.
Если нет, то тогда смотрим фильм и Я обсуждаем в просто следующий раз. выступающим кое-что хотела сказать. Вот тут говорили, что удмурты не пустили. Оказывается, на самом деле, в свои деревни раньше удмурты никого не пускали заселяться. Ну, другие народы, ни русских, ни татар, никого. И еще про гроб. Это из нашей личной истории. У меня бабушка умерла, когда ей было 98 лет. Она очень не хотела умирать. Ее парализовало. Говорит, вы мне пока гроб не сделаете, я не умру. И мне сделайте с окошком. И мой дядя специально вот сделал гроб, и на крышке было небольшое такое окошечко. Мне же, говорит, страшно будет. Все. Вспоминаю еще в деревне по поводу крещенных, некрещенных. Женились вот в моей деревне только на некрещенных. Это деревня Кузебаева, Муважи, Усо и Карамас-Пельга. Вот основные родственники вот оттуда, мои. Карамас-Пельга, Кузебаева и Усо. Они там не крещенные. В принципе. Ну, вот так было. Ну, вот так. Это вот сейчас только вот начали вот жениться соседние как бы вот крещенными людьми. Шадрасак Кибя, там Варзиати, там замуж выходят, женятся. Вот это сейчас. А раньше это было как-то вот исключено. Ну да, у нас тоже говорят. Ну, опять мы уходим от темы. Давайте. Да, давайте, у кого есть что сказать по сценарию, давайте скажем, и тогда уже будем дальше двигаться. Все правильно. У нас Потому что я все сказал, я хотел быть услышанным именно вот в этом вопросе. Мне реально неловко, я сейчас скажу, потому что каждую неделю у нас появляются какие-то фантастические люди. В прошлый раз это была Татьяна Владыкина, вот на сегодня с нами. И мне просто неловко, потому что я понимаю как бы величину масштаба, и просто неловко сидеть тут какой-то своей, там, типа, вот я тут немножко сделал дело. И то же самое сегодня, когда пришел Лев, и вот эти все истории про язычество, я про вас слышал, мы же знали про вас. Того, как вы здесь появились, это большая честь, что вы здесь. И каждый раз хочется сказать, блин, как же круто, что все так идет, как же круто все получается. Мы просто создаем волну, и волна вот она идет и нарастает все больше. Вот. Но и это очень круто. Я прям с нетерпением жду, когда мы напишем сценарий, начнем съемки. На следующей неделе еще Вот. к нам привлечем бабушек из Буранова, чтобы совсем еще хорошо было. Так что там страшилки. Супер. Но я считаю, мне уже надо ехать, я считаю. Смотри. Когда там у вас снег ставит? Когда уже? Рано еще. У нас пока, да. Еще недельки 2-3, я думаю. Ну, в середине апреля. Ну, ладно. Ну, и там уже сценарий будет. Да, ладно, тогда, ребят, давайте прощаться будем. 1,5 часа, уже 2 часа почти. Вот, все записали. Тогда фильм ждем, просмотр ждем. Лев, это очень важно. Пожалуйста, выложите ВКонтакте, выложите в Кышкыт кино. Давайте смотреть. Сейчас можно просто посмотреть, в интернете есть про Минсадыка Гарипова фильм. «Солнечный зайчик», Минсадык Гарипов. Это можно смотреть. Сейчас мы это отдельно уже, когда закончим, ссылки я потом в наш общий чат скину. Ну все, тогда давайте я предлагаю, если есть еще кому что сказать? По сценарию. По сценарию. Можно по сценарию, можно по жизни. Можно я немножко добавлю? Мне нравится противоречие. Можно я скажу, да? Вот сейчас. Можно я скажу? Конечно. Да. Я так говорю, да. Здравствуй. Привет, мой хороший. Так, я очень рада вас всех видеть. И не по сценарию сейчас, просто хочу добавить, что, Лёва, очень прекрасно, что всплыли твои фильмы, потому что они очень личностные, они очень интересные, классно сделанные. Но к этому я хочу добавить, что есть ведь еще 4 фильма, которые Эва Тулус с Николаем Анисимовым сняли как раз в Барклей-Боге, они только в прошлом году вышли. То есть они, и, по-моему, они даже уже есть в Ютубе. Это надо у Коли спросить, у Анисимова. Вы связаны, поэтому, пожалуйста, Владислав, вы там поспрашивайте. Так что тут действительно есть и о чем говорить.
какие-то детали, но с вашего позволения я тоже хочу там в сюжете кое-какие вещи дополнить. И я поняла, что каждый пишет свой сценарий. Но не то, что свой, а какие-то детали, какие-то такие вот интересные вещи. И я постараюсь тоже это сделать. Меня это очень заинтересовало. Спасибо. Татьяна Григорьевна, поздравьте от нас всех Владимира Емельяновича с днем рождения. Спасибо, спасибо, спасибо. Я уговорила его выставить в интернет его диалоги с Артамазовым, и что такое удмуртский характер. Но он как этнограф, в общем-то, это довольно интересно. Я думаю, что я этим займусь. Я думаю, что это многим будет интересно. Да. Спасибо большое. Еще раз всем здравствуйте, Люда. Я с большим опозданием, но ехала всю дорогу, слушала, о чем говорили. И вот говорила, как говорили сегодня о том, что такое Юрпыт. Вот с этой информацией ехала. Всю неделю доставала всех своих родственников, бабушек, дальних родственников, расспрашивая, задавая разные вопросы. И вот они много говорили о том, что такое Юрпыт. Они говорят о том, что Юрпыт – это вот когда уже прошли похороны, через 40 дней, когда вся деревня готовится. Вот она мне рассказывала про этот обряд. Но еще есть такая интересная история. Это настоящая история, которая была, но у меня, как всегда, в голове сложилась еще и картинка такого, ну, художественная такая, да. Та деревня, про которую идет речь, она сейчас уже не существует, это в Увинском районе было. В деревне готовится к обряду Юрпыт. По-моему, говорила, что барашка, зарезали барашка. И в этот же день в доме у женщины пиляшкыш, это та, которая помогает людям, да, она имеет какие-то способности, и у нее, ее собственный внук, вот раньше в деревнях гуси, которые высаживают, да, своих гусенышей, они держали в доме. И там жил мальчик маленький, предполагаемо внук, и он, выходя из дома, гусыня, она начала громко кричать, ну такие, да, издавать звуки, и он настолько сильно испугался, что потерял просто дар речи, вообще перестал говорить. И в этот же день происходит вот этот обряд, да, 40-й день в деревне, все к этому готовятся. И мальчик, который потерял вообще дар речи, его вот эта пиляшкыш, она его выхаживала и каждый день водила в баню, наговаривала что-то делала там. В результате через неделю мальчик заговорил. Все вот этой пиляшкыш говорили, что вся деревня готовится к обряду, ну, нужна помощь, и она говорила нет. Я на данный момент нужна вот этому мальчишке. И у меня в голове всплыла мысль, знаете о чем? Что вот этот мальчик, который вопреки, да, вот это язычники, они готовятся к обряду, и тут есть мальчишка, которому она помогает, за неделю она его вылечила, он заговорил, и как будто бы вот он в этой деревне, во взрослой жизни уже, он немножко должен быть схож с нашей главной героиней. То есть вопреки, он более такой, знаете, живет в деревне, но он за здравый смысл. Для него важнее человеческая жизнь, чем там обряд или что-то другое. Но вот это у меня, после того, что я там выслушала, услышала, и вот такая вот картинка у меня всплыла. Еще тоже про кое-какие обряды рассказывала, но думаю, что время уже ограничено. Вот так. Люда, есть контакт. Просто напишите мне, пишите мне, чтобы нам было о чем говорить здесь. Просто напиши все, что думаешь, и мы обсудим. Напишет. Все, мы как раз это тоже сегодня добавили. Ну, давайте прощаться. По традиции делаем... Сейчас я буквально ремарочку одну вставлю.
Давай. Все-таки вот. У меня вообще мысль возникла какая конфликта язычества и православия. То есть изначально героиня, точнее... Давай, я записываю. В общем, история такая. Было все плохо, жрец умер, стало еще хуже. И то православное общество, оно сказало, что, блин, давайте нафиг убирать все вот языческие корни, то есть они нам не нужны. Зачем нам язычество, если у нас есть православие? И главная героиня приезжает, и вот это все начинает разруливать. То есть это вот противоборство язычества и православия как раз. То есть что Хорошо, нам нужно, кто прав? что правильное, что истинное. То есть нужно Кто вообще... прав? Да, кто прав? Не знаю. Товарищ сценарист, кто прав? Православие – это хорошо или плохо? Сложный вопрос. Слушайте, ну Для тут меня. двоякая история на самом деле, и мне кажется, эта история очень хорошо может лечь именно Нифига. Ромео и Джульетта. Нифига. Одноякая история. И вот концовка... Высказывание – это отношение к теме. Как я вижу, если дополнить историю Димы, то есть героиня, она... То есть ей нравится, она в итоге понимает, что она хочет помогать людям через ведьмачество, да, ну то есть через языческую культуру, то есть она хочет и любит, и она поняла, что это вот ее, и она остается поэтому в своей деревне. Ну вот такая версия. Язычество – это хорошо или плохо? Ну, видимо, хорошо, если вот такая Хорошо или концовка плохо? у нас будет. Это твоя концовка. Какая концовка ты видишь концовку? Еще не решил. Ты-то сам что думаешь? Надо думать еще. Говорим Что думать? сегодня. Обратим голос свой, поднимаем, наглеем. Что думаешь? Вот что думаешь? То и правильно. А на территории Удмуртии, если ты остаешься, то ты принимаешь язычество. Плюс, если мы обращаемся к сценариям к какому-то к 19 веку, то тогда тем более надо оставаться в язычестве. В этом сценарии я бы не стал привязывать вообще христианство. Все на территории Удмуртии происходит, и все связано с язычеством. Тут вообще не должно быть понимания того, что есть какое-то христианство, и с этим противодействие происходит. Ну, я тут не совсем согласна, потому что у нас и язычество, и христианство, и говорить о том, что христианства нет, простите, это не совсем верно. И потом, даже будучи христианами, все равно, то есть вот есть какие-то такие внутренние пружины, которые все равно держат вот эти вот языческие, что ли, корни, и поэтому отрекаться от того вероисповедания или от этого нельзя. Тут как раз этот симбиоз и противоречие, которое может как раз то, на чем может быть выстроено все, весь сюжет. Все правильно. Симбиоз, но противодействие и противостояние христианства и язычества здесь неуместно. Раз уж мы на территории Удмуртии, то там есть и христиане, есть язычники, да, но как бы все происходящее вокруг, это скорее с точки зрения язычества, но христианство здесь не должно Дим, смотри, все равно противодействовать. в каждом человеке, в каждом Удмуртии есть противоборство, то есть внутри себя. Кто я, язычник, то есть у меня языческие корни все равно есть, то есть я Ну, какие-то... русские, покопайте в себе, у вас тоже полно язычества, потому что Вот. все эти вещи, когда человек не находит выхода, он действительно, он идет в храм, но прежде всего в нем просыпается, мне кажется, внутреннее чувственное что-то, то, что связано все-таки с язычеством. Поэтому понимание Бога выше, чему, собственно, христианство отрекало, вообще закрывало язычество, потому что считалось, что тут, как это более четко сказать, дело в том, что в язычестве это как бы такая реальность, которая принадлежит тебе. В христианстве только высшая сила, только Бог может выстраивать всю систему отношений к природе, взаимоотношений между людьми. Но это противопоставление действительно ветхого человека и нового человека, когда человек должен
с помощью Бога выстраивать свою позицию и, падая, как говорится, подниматься и идти снова. Падать, подниматься и идти снова. То есть вот это вот выстраивание, то, чего удмуртам никогда не хватало, потому что, мне так кажется, это моя позиция, вот это вот отдаться на волю судьбе, не противостоять. Вот это как раз в этом наша слабость. Когда Паша Пушкин в прошлый раз говорил о том, что вот когда он впервые заговорил со сцены на удмуртском языке, а его выматерили, он сказал: больше я никогда не буду говорить удмуртски, а другой мог сказать: а я буду. Вот это вот «а я буду», вместо того, чтобы, как говорится, лечь на спину, поднять лапки кверху и сдаваться, вот эта позиция нам ближе всего, потому что мы, собственно, и теряем себя, как удмурты. Вот это, мне кажется, важно понять, и вот это силы для преодоления внутренней слабости в нас очень мало. Не говорит ли это о том, что большая часть населения Удмуртии, поэтому и имели у себя жрецов и знахарей, которые это единицы, которые как раз-таки могли управлять, контролировать вокруг происходящее, да, то, что окружает в удмуртском мире, в мире язычества, эти жрецы, они могут контролировать, могут это понимать, могут это переваривать и могут это удмуртскому народу объяснять. То есть в большей степени... Так они и должны контролировать. Ну вот они должны контролировать. Это удмурты, но это абсолютное меньшинство. Остальные удмурты, они не умеют управлять. Они не могут, они слабые в этом плане, поэтому вот они обращаются к жрецам, и жрецы им помогают выходить из ситуации. А это к чему? Но то, что вы говорите, да, что это к чему? удмурты в большей своей степени слабые, да, не могут идти выше, дальше, не могут пытаться, не могут противостоять обстоятельствам, вот так бы я сказала, активно. Они не могут заставить себя попытаться найти контроль над происходящим вокруг. Так получается, да. И только единицы так получается. Это могут, это осознают, могут правильно понимать мироздание языческое, удмуртское, могут с ним, его осознавать, его контролировать, и поэтому эти единицы, они и становятся жрецами, которым дают власть. Они еще и... Жрецы могут быть выборными, и чаще всего они были выборными, потому что их выбирали. И выбирал Туно, это больше тот, кто знающий, который с помощью специального обряда говорил о том, кого нужно назначить. Поэтому жрецы были выборными на то или другое, например, на тот или другой обряд, а вот тот, кто выбирал, и тот, кто назначал, вот у того была сила и то знание, которое могло, в общем-то, контролировать, в общем-то, ситуацию. Вот поэтому у нашей героини есть вероятность того, что наша героиня может стать жрицей, потому что она не опустила руки по сравнению с другими удмуртами, которые просто это испугались и сейчас боятся, что будет и происходит это, да, то есть никто не может противодействовать, а наша героиня смогла, и в конце поэтому она может стать жрицей, ведьмой для кого-то, для недалеких, для кого-то знахаркой, для тех, кто нуждается в своем собственном исцелении с помощью нее. Но если она просто знахарка, как говорится, жрица, что она? Все-таки это разные роли. Но для меня это одна роль. Для меня это три одинаковых... Одной роли быть не может. Почему? Одна роль. А чем она будет руководить? То есть для чего она принимает на себя эту функцию, если, в общем-то, путь наш через христианизацию должен идти дальше,
То есть она, получается, все это тянет назад. Ради чего все это будет происходить? Только то, что она преодолевает себя, только то, что она смеет таким образом поступить. Но в большей своей степени удмурты слабые, они не могут преодолеть проблемы. Так, дело в том, что не всякому даны силы. Но Не всякому даны эти знания. Да, и не в силу того, что он просто слаб, а в силу того, что у него нет той энергии, которая есть у этой девушки. Поэтому ей суждено стать кем-то выше над удмуртами. Ну, не выше, а те... Жанной Дарк? Ну, вот я поэтому говорю, что для кого-то она может быть ведьмой, потому что они ее боятся. Потому что она может больше, чем тот удмурт, который ее ведьмой называют. Для кого-то она жрица, но жрица условно, потому что вроде как бы жрец мужского рода, а жрецов больше нету. То есть старый жрец умер, новый жрец, которого жрец воспитывал своего сына, ушел в леса, потому что он натворил делов, наубивал здесь людей и не может с людьми больше жить. Поэтому в леса уходит и становится скорее последником полисмурта, духа. А чего он поубивал-то? Но это вот вопрос... С какой целью? Потому что тоже был слаб. Возможно. Жрец на него положился, кстати, жрец себе последника выбирал только по роду своему, то есть это его сын должен быть, или нет? Или любого из деревни, в кого Любого. Это совершенно не обязательно, если был сын. Я еще раз говорю, что выбирал не жрец, а выбирал Туно. Кто? Тот, кто Туно, то есть знающий, то имеется в виду тот, кто знал больше и умел больше и предвидел больше. И это не жрец? Нет. А жрец тогда какие функции выполнял? А жрец отправлял обряды. В Куале, в святилище, скажем, вот то, что это в Луде, то есть в месте, где идет как бы контакт между чужим миром, лесным миром, человеческим миром, с потусторонним миром там и так далее, когда функции. Это просто отправление обряда, это совершение, то есть следование тем правилам, которые были установлены в обществе. И все. Значит, все-таки поно выше. Туно. Туно от слова знать. Тодыны. Я вам в прошлый раз говорила о том, что знающий, это имеется в виду знатной, знающий. И то, что уровень его знания был гораздо выше по сравнению с остальными. И с жрецами тем более. Знающий – это тот, кто может контролировать происходящее вокруг окружающее его. На территории Удмуртии. Контролировать в каком смысле? Это тот, который может устанавливать связи с потусторонними мирами. Это то, что в Сибири называется шаманством. Это совершенно... А шаман никогда не жрец. Ну да, ну тогда в моем вот понимании, наверное, я ошибался. Да? Для меня, я везде описывал как жреца, то, наверное, тогда я сейчас просто понимаю, что герой, который умер, не жрец, а именно Туно. Скорее всего, может быть. А жреца вообще нет в истории тогда, как такового. Он может только быть, может быть, на похоронах. Просто присутствовать. Почему на похоронах? Обряды. Похороны не обряды разве? Почему это обряд? Ну вот жрец может присутствовать на похоронах как в виде жреца, который проводит этот обряд? Нет, потому что это семейный обряд. Жрецы выступали как бы ведущими только в ситуациях, когда это было сообщество, это община, деревенская община или, скажем, круг деревень родственных, которые совершали как раз обряды календарного цикла. Или или поминальные, когда вот то, о чем говорил Лева, это Ерпычотон, когда нужно было... Но дело в том, что в обществе знали все эти правила.
Эти обряды регулировали жизнь общины деревенской. То есть в семейном кругу и в кругу природном. Тут немножко отличаются, и почему, и, собственно, почему, вот вопрос, почему удмурты все были ведьмами. Дело в том, что любая мать могла лечить своего ребенка определенными способами. Не просто травами, а еще какими-то другими способами, наговариванием там и так далее, заговорами. Так что тут вот эти нюансы, которые надо соотнести для того, чтобы не было фальши. Я понимаю, что кино – это кино, что сценарий, но есть такие моменты, которые надо все-таки соотнести с действительностью, потому что иначе это, мне кажется, не будет принято, не знаю. Вымысел – это вымысел, но если мы нарушим какие-то вот эти установленные обществом правила, то мы будем неправы. Хорошо, мы постараемся их не нарушить. Ребята, до свидания, было приятно поработать. Татьяна, до свидания. Дим, пока. Влад, пока.